Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Фатима, Осетия ТВ. Это... Казбек Таутиев, Терские ведомости. Скажите, пожалуйста, вот хотелось бы узнать ваше мнение. Сейчас идут Олимпийские игры. Весь мир наблюдает уже в течение нескольких недель за этим невероятным событием. Как вы относитесь к зимним Олимпийским играм? Наблюдаете, болеете, за кого? Во-первых, весь мир наблюдает за Олимпийскими играми не несколько недель, а уже несколько лет. Потому что Олимпийские игры начались задолго до момента открытия самих Олимпийских игр в Сочи. И еще раз хочу подчеркнуть, что это очень знаковое политическое, прежде всего, событие в истории государства российского и, на самом деле, в истории, наверное, всего современного мира. Вы сами являлись свидетелями тех рисков, которые вокруг Олимпиады развивались, той критики, которые пытались навязать, так сказать, противники наши по поводу проведения Олимпиады именно в Сочи. Вот придумывая различные темы, начиная от свободы, прав человека, заканчивая угрозами, рисками, Кавказом, который вечно мешает, видите ли, там, проведению Олимпиады на территории Сочи. Я еще раз говорю, то, что мы сегодня видим, и, так сказать, и само это мероприятие, церемония открытия этого мероприятия, это, кроме как чувства гордости за собственную страну, ничего, никакого другого чувства, никакой другой эмоции у меня, например, не вызывает. Мы, на самом деле, утерли нос всем тем злопыхателям, которые, сегодня даже не знают уже, к чему придраться, не знают, что сказать. И это не только моя личная точка зрения, как патриота, как гражданина, который любит свою страну, а это говорят уже и сами иностранцы, и те же даже критики, которые приехали в Сочи, приехали, посмотрели эти объекты и сами убедились в том, какого качества и что Россия в состоянии сделать за столь небольшой период времени. Что касается, за кого я болею, я думаю, что это бессмысленный вопрос. Еще раз говорю, я думаю, что в первой части я уже высказался. Я болею за Россию. Я считаю, что мы самая сильная спортивная держава в мире. И другое дело, там в различных видах спорта могут случаться удачи, неудачи. Где-то мы сильнее, где-то слабее. Вот. Тем не менее, еще раз говорю, что результат очень хороший. И я думаю, что у нас будет 25 медалей, а может быть даже больше будет медалей. Поэтому мы заслужили вместе с вами эти игры. Еще такой вопрос. Как вы считаете, какое будущее у зимних видов спорта, именно развитию зимних видов спорта на Кавказе? Я думаю, что как раз сегодняшние Олимпийские игры и те успехи, которые сделали наши выдающиеся спортсмены и в шорт-треке, и во фристайле, и в сноуборде, они, безусловно, дадут определенный импульс развития дисциплин спортивных на Северном Кавказе. И то, что мы сегодня развиваем курорты Северного Кавказа, мы тоже сейчас перестраиваемся и смотрим все-таки, какие дисциплины должны сегодня доминировать. Почему? Потому что все-таки не чиновники и не политики должны определять будущее Олимпийских игр, а молодежь, которая сегодня принимает в этом участие. И если мы видим, что сегодня развиваются лыжные субкультуры, и они сегодня доминируют, и, так сказать, под давлением молодежи именно, значительное количество новых видов спорта было включено как дисциплины олимпийские, я думаю, что мы не должны отставать, и мы должны развивать. А после побед, которые наши ребята взяли абсолютно в этих новых видах спорта, я считаю, что это просто обязанность развивать эти направления. И сноуборд, и фристайл, и многие другие дисциплины. Александр Геннадьевич, в настоящее время идет относительно бурное обсуждение перспектив развития Северокавказского региона, и порой даже высказываются диаметрально противоположные точки зрения. А как видите вы социально-экономическое развитие округа? То есть на чем необходимо делать акцент и в чем сильные и слабые стороны регионов, субъектов Северокавказского округа? Вы знаете, я думаю, что мы ответ на этот вопрос уже давали много раз, и эти попытки различных либеральных экспертов или других экспертов в очередной раз нас ввергнуть в дискуссию по поводу того, что такое Кавказ для России, как его нам дальше развивать, это лишь для меня лично это сотрясание воздуха в пустоту. Я еще раз говорю, что есть решения, которые приняты президентом нашей страны, есть правительственные решения, есть решения председателя правительства, которые приняты по развитию Северного Кавказа. Для меня очевидно несколько вещей. Пункт номер один.
Во-первых, еще раз говорю, государство российское, оно не может существовать само по себе, мы развиваемся в тех непростых условиях, в которых развивается вся мировая экономика. Мы не можем сами по себе, так сказать, вне этого глобальной экономики сегодня существовать. Поэтому все те негативные последствия, которые имеют место в мировой экономике, мы так или иначе чувствуем, ощущаем на себе. И поэтому те темпы, которые мы первоначально планировали по развитию Северного Кавказа, по инвестиционной составляющей, они, конечно, поимели существенную корректировку. Опять-таки это связано с кризисом 2008 года, который, к сожалению, продолжается до настоящего времени. И говорит, что мы уже там находимся на пике выхода из этого кризиса. Я думаю, что преждевременно. Хотя первые сигналы стабилизации ситуации показывают и Соединенные Штаты Америки, наиболее развитые экономики. Дают нам основание говорить, что в ближайшее время эта кривая переменится, и мы будем двигаться в правильном направлении. Вся экономика мировая. Поэтому, скажем, стратегию развития Северно-Кавказского округа нам пришлось разбить на две части. Первую часть в условиях кризиса мы для себя приняли стратегическое решение, опять-таки, все-таки и с учетом майских указов президента сконцентрировать на как раз социально-экономических объектах, на социальных объектах, не экономических, но социальных. Мы, к сожалению, видим, что сегодня у нас огромное количество детей, свыше 17 тысяч детей, учатся в вторую и третью смену. Это безобразие, и по большому счету никакого образования в 3 смены просто по определению быть не может. А я вам скажу, что в Дагестане есть сейчас школы, которые в 4 смены учатся. Можете представить уровень образования. Поэтому первая задача, которую мы поставили, практически уйти на Северном Кавказе от трехсменного образования, в дальнейшем от двухсменного образования. И огромное количество ресурсов, это свыше 15 миллиардов рублей, будет направлено на строительство новых школ. Это абсолютно, при том, что это исключительно компетенция региональных муниципальных властей, мы с федерального уровня будем реализовывать эту программу. Второе направление – это здравоохранение. Мы говорим о том, что действительно на Кавказе мы сегодня должны развивать и помощь материнству и детству, и должны строить перинатальные центры. У нас будет на Кавказе построено 4 крупных перинатальных центра. Мы будем развивать кардиохирургию и ряд других направлений в медицине, и мы будем достраивать около 10 объектов здравоохранения будут возведены, построены до 2016 года. Отдельным направлением, конечно, является инфраструктура, это опять-таки дороги, коммуникации, сфера ЖКХ, и, безусловно, будем отдельным проектом развивать нашу бальнеологию, курортологию на Кавказских минеральных водах. Помимо этого, мы не останавливаемся на развитии курортов Северного Кавказа, и это очень важная задачка, она будет двигаться. Просто это такой очень поступательный этап. Курорты на Кавказе, курорты вообще во всем мире развивались по 60, по 70 лет. Мы перед собой поставили задачу в течение 10 лет обогнать и догнать. Это очень сложная задача. Но, поверьте, там сегодня работают выдающиеся, самые известные мирового уровня специалисты, которые помогают нам реализовать этот проект. Вот это до 2016 года. 2017 год для нас является переломным, и сегодня принято решение, порядка свыше 160 миллиардов рублей будет выделено на развитие именно экономики Северного Кавказа. И сегодня мы как раз, чем мы занимаемся, мы практически с каждой республикой мы выстраиваем набор якорных проектов, которые должны лечь в основу развития экономик наших субъектов, и дальше, собственно, вот такими локомотивами для того, чтобы там развивалась и средний бизнес, и малый бизнес вокруг этих крупных якорных проектов. Я не хотел бы сейчас конкретно называть перечень этих якорных проектов, потому что у нас идет как раз очень бурная дискуссия, обсуждение, но абсолютно очевидно, вот то, что, где мы сегодня находимся, например, в Владикавказе, я считаю, этому надо придавать просто колоссальный импульс, на этой площадке надо развивать абсолютно современные эти технологии. Это то, что, вот, с моей точки зрения, просто Республику Северная Осетия, просто, так сказать, как кран вытащит, условно, из того тихого состояния, в котором он находится на сегодняшний день. Тем более с таким потенциалом молодежи, с таким потенциалом именно креативной молодежи, которая сегодня есть в Северной Осетии. Помимо этого, еще раз я хочу сказать, что надо и образование развивать. И мы говорим о том, что сегодня мы должны создавать и очень высококачественное среднепрофессиональное образование, где готовили бы специалистов для всей России, не только для себя. И у нас сегодня работают на Кавказе такие крупные предприятия, как там, Русгидро, Транснефть, Роснефть, Лукойл, те же, так сказать, предприятия в области
металлургии, все это есть. Поэтому мы говорим о том, что надо не те техникумы, которые еще исторически мы называем ПТУ, где ребят готовят непонятно на каком оборудовании, непонятно с каким, собственно, обучают технологиям, которые сегодня уже неприменимы, а готовить специалистов высочайшего класса, которые, ребята, были востребованы сегодня по всему миру. Пилот такой есть у нас, мы его пробировали в Дагестане, когда на базе российских сетей, компании «Российские сети» создали там техникум, где, так сказать, функция государства исключительно в здании и в коммунальных расходах, а функция самого предприятия Россети – это и преподаватели, это и программа образования, это и практика, это и современное оборудование, современные технологии. Сегодня свыше 70 человек на очередь на одно место в этот техникум. Ребята разбираются сразу, они по всей России разъезжаются, потому что они востребованы сегодня везде, высокая заработная плата. Поэтому вот они, тоже проекты, которыми надо заниматься. Но получается, что вот в связи с этим вопрос, система распределения кадров все-таки имеет право на жизнь? То есть будет ли что-то аналогичное тому, что было в советское время? Нет, я категорически противник. И, слушайте, надо как-то все-таки самим принимать решение о том, что в своей жизни делать, а не только, что за вас государство принимало решение. Государство должно создать, конечно, государство должно создать условия и дать вам возможность выбора. Например, я категорический противник, я сторонник введения новых технологий в образовательном стандарте. Я считаю, что ребенок в 17 лет еще не в состоянии сделать полноценный выбор, если это не гений и не состоявшийся какой-нибудь, там, так сказать, выдающийся наш будущий талант, как та же наша фигуристка, девочка, где-то выбор очевиден и понятен, то молодому человеку трудно сделать для себя выбор. А если родители его поступают в горный институт, девочку, да, и вот, представляете, она заканчивает через 5 лет, а маневра никакого у нее нет, и вот, пожалуйста, получили металлурга или горняка девочку. Процент того, что она пойдет по своей профессии, практически равен нулю. Или то, что она уедет в Норильск или куда-то, так сказать, работает дальше. Но есть только не зарплата какая-то гениальная, которая ее поманит, или молодой человек, который к себе за собой пригласит туда работать на комбинат. Поэтому я считаю, система бакалавриата, магистратуры – это очень правильная система. Она дает возможность в первые 3 года получить базовое образование, скажем, по любому модулю, который ты выберешь, а дальше тебе дает возможность год поработать, а после этого поступить в магистратуру и уже получить основательную ту профессию, специальность, которую ты вдруг для себя выберешь. Вот это тоже надо систему менять и давать молодежи свободу. Конечно, да. А если возвращаться к нашему IT-парку, как вы считаете, на ваш взгляд, какой кадровый и предпринимательский потенциал есть у IT-парка? То есть что он может дать и как повлиять на имидж республики? Владикавказ, Северная Осетия – это одно из наших якорных мест, где всегда развивались предприятия оборонного комплекса, особенно в области высоких технологий, связанных с радиоэлектроникой и все, что вокруг этого происходит. Поэтому любая силиконовая долина или там силиконовая долина в Америке, она тоже в основном развивалась, да и продолжает сегодня существовать за счет оборонзаказа, который развивается. Вот увязать эти 2 вещи сегодня, Владикавказ, молодежь, очень прогрессивную, развитую, современную, образованную, креативную, вместе с теми задачами, которые перед собой ставит оборонный комплекс, гособоронзаказ, я считаю, это мощнейший импульс для развития здесь мощного направления современного, как IT-парк, который дальше может превратиться в свою же, пусть не такого же размера, но силиконовую долину. На административных границах между субъектами Северного Кавказа существуют посты, которых, можно сказать, нет между государственными границами многих стран. Это способствует, скажем так, разъединению и людей, и, в общем-то, экономики, самих субъектов между собой. Как вы считаете, что можно и нужно сделать, чтобы Кавказ все-таки представлял собой единое целое? Слишком короткий у нас с вами пробег после тех событий, которые, к сожалению, имели место быть на Северном Кавказе. И говорить о том, что мы сегодня окончательно уничтожили всех тех нелюдей, или я не знаю, как их назвать, здесь, на территории округа Северокавказского, я думаю, что, конечно, это пока что, к сожалению, преждевременно. Мы сегодня с вами понимаем, что Северный Кавказ остается, скажем, объектом пристального внимания определенных спецслужб не только наших соседних государств, но и, так сказать, в геополитической сфере тех государств, для которых Кавказ является, скажем так, хорошей площадкой, где
можно вбивать клинья в динамичное развитие государства российского. Почему? Во-первых, прежде всего потому, что Кавказ — это очень такой многонациональная территория, где огромное количество людей разных национальностей проживают друг с другом, и где всегда можно придумать тему для конфликта. Будь то земельные отношения, как в Кабардино-Балкарии, будь то приграничные отношения, как Ингушетия и Северная Осетия. Любое количество конфликтов можно здесь искусственно создавать, и что, собственно, и пытаются делать наши оппоненты, всячески стравливая между собой людей. Во-вторых, сегодня Северный Кавказ, конечно, это и межконфессиональная территория, где, собственно, проживают люди различных вероисповеданий. И тот, скажем, те попытки радикализовывать или, так сказать, внедрять сюда ислам, который, скажем, проповедует агрессию, это тоже инструменты, которыми сегодня, к сожалению, пользуются враждебные государству российскому, спецслужбы и определенные лидеры. Я могу сказать, что в этом плане как раз и президент Российской Федерации, и здравомыслящие люди отдают себе отчет о том, что Кавказ как раз является буферной зоной, которая сегодня как раз сдерживает весь наплыв вот этой вот гадости, которую сегодня пытаются внедрить в мозг как бы нашей молодежи и всем, кто сегодня живет и нормально созидает на территории России. И в этой ситуации так сейчас взять и пойти просто легко сказать: давайте уберем все блокпосты, нам ничего не нужно. Но это самое простое решение. Вот подсознательно я понимаю, что мне, как гражданину Российской Федерации, который по Конституции имеет право передвигаться свободно по территории России, каждый раз проходить блокпост или проходить проверку, это как-то неприятно, мягко говоря. Я точно так же понимаю, что когда я, собственно говоря, осуществляю перевоз товаров, грузов по территории округа, и каждый раз, когда меня останавливают на блокпостах, и, наверное, не всегда бывают такие наши сотрудники органов правоохранительных, которые очень дружелюбны по отношению ко мне, а иногда, так сказать, из одного пункта, из одной республики, доехав до другой, у меня уже помидор не останется, или яблок в машине, которой можно рассчитаться за этот проезд. И такие, к сожалению, случаи, наверное, имеют место быть. Но в целом, еще раз хочу сказать, давайте не будем из этого делать такую грандиозную проблему. Во-первых, мы за последнее время сократили количество блокпостов и на различных наших направлениях и территориях. И по мере достижений, скажем, и результатов работы нашей правоохранительной системы, мы, конечно, будем сокращать эту систему контроля. Но сегодня еще пока что говорить о полной ликвидации и снятии этих блокпостов — это преждевременно. Очень много ведется разговоров в настоящее время об оттоке русского населения из субъектов Северокавказского округа. Вот, на ваш взгляд, насколько вообще эта проблема актуальна и что можно предпринять, чтобы этот процесс как-то остановить? Знаете, существует два процесса. Одновременно идут параллельно. Например, огромный отток населения с Дальнего Востока и Сибири. И он колоссальный, и он на самом деле в разы превышает отток Северного Кавказа русскоязычного населения. Но почему-то про один отток никто ничего не говорит, и говорит о том, что это нормальный процесс. А отток русскоязычного населения с Северного Кавказа — это катастрофа. Значит, если рассуждать с точки зрения экономики, то это два абсолютно одинаковых процесса, потому что действительно экономические факторы во многом являются определяющими для любого человека, который мигрирует с точки зрения занятости, применения собственных сил, собственной квалификации. Поэтому экономическая миграция, внутренняя миграция, она существует. И здесь, кстати, мигрирует не дешевая рабочая сила, а как раз те люди, которые могут быть конкурентоспособными в том же, так сказать, Москве, Санкт-Петербурге и в других городах средней части России. Но есть, конечно, территории, где у нас исторически произошли, к сожалению, события в начале нашего столетия, когда, по большому счету, здесь была война, и большое количество граждан вынуждены были мигрировать, уезжать с территории, и память тела, она как-то еще не абстрагировалась, и до сих пор люди действительно считают, что это опасно, во-первых, прежде всего для детей, и прежде всего, так сказать, проживать на той или иной территории. Я со многими губернаторами общаюсь, и, скажем, и с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, и с Рамазаном Гаджимуратовичем, и Абдулатиповым, и с Юнусбеком.
Еще раз говорю, сегодня главы, губернаторы готовы сделать очень много для того, чтобы русскоязычное население приехало. А просто рассуждать: русских здесь вытесняют, выгоняют, зажимают. Ну, у вас в Осетии есть такие факты? Выгоняют, кто-то зажимает русское население здесь? Ну так возьмите и скажите. Ну так возьмите. Ну так возьмите, что же меня все время пытаете? Возьмите и скажите то, что никто нас здесь русских не бьет, не загоняет, не уничтожает. Что же меня все время просите сказать? Ну, собственно, вдогонку этой всей теме формирование образа Северного Кавказа на федеральном масштабе. Сейчас очень большая работа проделана с работой с СМИ СКФУ в плане в русле объединения именно всех СМИ. Насколько разработана информационная политика средств массовой информации Кавказа для позиционирования как положительного, позитивного региона на федеральной площадке? Что для этого? Я не хочу никого обидеть, но была такая шутка, ее покойный Лебедь еще говорил, говорит: украинцы живут на Украине, хохлы по всему миру и мешают украинцам построить независимое украинское государство. Вот очень похожа с той ситуацией, которая у нас происходит на Северном Кавказе. Огромное количество представителей Северного Кавказа живут сегодня в Москве, да, и уже живут там лет по 10 и рассказывают, какой плохой Северный Кавказ. Понимаете, вот типа там рассказывают, что делать нельзя, что делать можно, очень много советчиков, в институтах работают, адвокатами работают, кем только не работают, как бы рассказывают, как плохо жить на Северном Кавказе. Никто из русских сегодня не рассказывает о том, что плохо на Северном Кавказе. Все переживают, сопереживают, все понимают о том, что действительно непростая ситуация. Мы об этом все время говорим, рассказываем. Нет, у нас все время там оттуда, умнее Папы Римского, не рассказывают. Они здесь уже не живут давно, как бы даже родственников отсюда вывезли, но рассказывают, как плохо жить на Северном Кавказе. Второе, действительно, мы о себе мало рассказываем. Действительно, мы не создаем информационных поводов, мы не даем возможность сегодня федеральным информационным каналам, да и даже вашим каналам. Вы все можете ощущать, если вы работаете, не так много тех интересных поводов, которые были бы востребованы на федеральной сетке. Да, которые были такие содержательные, серьезные, масштабные. Хотя такие имена, которые есть в Владикавказе или в Северной Осетии, это имена, которыми гордится весь мир. Да, только Гергиев сегодня на той же Олимпиаде про Северный Кавказ или про Осетию не говорит ни слова, да, хотя на самом деле можно было бы через эту историю много интересных вещей развивать. Мы сами, так сказать, сидим и думаем, что про нас кто-то расскажет. Такого никогда не будет. Поэтому надо создавать событийные мероприятия, да, по большому счету. Если мы каждый раз будем рассказывать, что Владикавказ или Северная Осетия — это трагическое событие в Беслане, ну, поверьте, это не добавляет. Хотя, еще раз говорю, это такой, ну, не знаю, такой шрам на теле всего государства российского, который очень больно мы переживаем каждый год. Но, наверное, помимо этого, есть очень много замечательных вещей, которыми можно гордиться на Северном Кавказе. Давайте делать такие события. Что еще интереснее, вы спросите сегодня у любого жителя Владикавказа, что он знает, что сегодня происходит в Ингушетии, или что сегодня происходит в Ставропольском крае. Никто и об этом даже не знает. Мы уже и между собой перестали коммуницировать, так сказать, замыкаясь только в себе. То, что я сегодня увидел проект 44-й параллель, то, что, так сказать, ребята молодые создают здесь, я считаю, вот это вот очень важная стартовая площадка, на которой мы действительно сможем сперва начать друг другу рассказывать о том, что происходит у соседа, не подсматривать за соседом, а рассказывать, что у него происходит хорошего, какие замечательные мероприятия происходят сегодня в нашей республике, чем живет та или иная республика, какие у них сегодня есть очень важные события происходят. А может быть, от этого станем больше друг к другу ездить в гости, общаться друг с другом. Ну а дальше уже и выходить за пределы, так сказать, Северокавказского округа, не запираться внутри себя, а выходить за пределы и рассказывать всей стране о том, что такое Северный Кавказ. Да, Большое всё. спасибо. Спасибо огромное, ребят.